программа «Вести в пути». И с вами ее съемочная группа. Я ведущая Ольга Стельмах и видеооператор Денис Тимирбулатов. Сразу оговорюсь, в этот раз маршрут получился активным. Приготовьтесь, будет много шикарных видов, как с высоты, так и из глубин Хакасской земли. Мы исследовали территорию так называемых Енисейских ворот. Обо всем по порядку. Далее. Енисейские ворота – 4 горы с обеих сторон реки Енисей. 2 находятся в Хакасии, Кюнтак и Аглахты, а еще 2 – Суханиха и Типсей в Красноярском крае. Условно, территория Енисейских ворот в республике гораздо шире и включает в себя сразу несколько объектов. Мы посетим основные. Пожалуй, самый доступный для жителей Абакана и его окрестностей поход выходного дня – гора Кюнтак. Она находится рядом с Усть-Абаканом и за последние годы для многих стала излюбленным местом для активных прогулок. Транспортная доступность – не главное преимущество. Сам подъем на вершину Кюнтага, горы Солнца, несложный. А значит, особой физической подготовки не нужно. Сюда ходят и с маленькими детьми, поднимаются и люди пожилые. Тропинок много, можно выбрать по силам. От самых крутых до пологих. А по пути послушать интересные факты. Вот то, что мы сейчас видим, это все Дионский песчаник. Вот представляете, сколько миллионов лет надо было морю намывать вот этот песочек, чтобы появился километр песчаника. Виталий Михалкин – гид-экскурсовод. Помогает нашей съемочной группе узнать это, казалось бы, популярное место с другой стороны. Гора Кюнтак всегда у местного населения, у хакасов, имела священное значение. Наверху мужчины проводили обряд, а женщины ждали их внизу. В этот раз, наверное, мне стоит подняться вверх. Я думаю, что конечно. Гора Кюнтак сама по себе невысокая, чуть более 500 метров. На вершине сохранились остатки древней крепости, а еще есть возможность прикоснуться к истории. Наскальные рисунки, возраст которых исчисляется тысячелетиями, правда, спускаться к ним предстоит по отвесной тропинке. Дух захватывает. Удивительно, можно прикоснуться 4000 лет, да? Вот так вот фиксируем. Вот это вот у археологов, изучающих, называется эстампаж. Можно вот, кстати, птичку вам сделать. Да. Держите. Удивительная всегда разная Кюнтак. Ее любят за близость к дому, прекрасные виды и яркие фотографии. Сюда поднимаются, чтобы встречать рассветы и любоваться закатами, чтобы быть в единстве с природой. А наш дальнейший маршрут пролегает через долину Царей, крупнейший курган Южной Сибири – Салбыкский. Одно из самых таинственных мест Хакасии – Салбыкский курган находится в Усть-Абаканском районе, в 5 километрах от трассы Абакан-Сорск. Дорога лежит прямо по степи, в помощь указателей. Мимо не проедете. Скажите, это действительно самый большой курган Южной Сибири? Ну, это один из самых крупных курганов в течение Среднего Енисея. Ограда 70 на 70 метров, 23 вертикально стоящих простеночных камня. Могущественнее этого человека в V веке до нашей эры на этой территории, ну, я имею в виду, в этих местах не было. А есть предположение вообще, кто здесь был захоронен, что вот так с таким почтением? Здесь был захоронен старец, которому было на момент смерти, ему было примерно 70-75 лет. Для тех времен это достаточно... В ту эпоху люди до 40 лет редко доживали. Но если бы мы с вами прожили 140 лет вот в это время, в наше, столько он прожил в то время. Салбыкский курган – одно из самых известных сакральных мест Хакасии. Отсюда и популярность среди туристов. Посещение у нас доходило до 35 тысяч за год. Уникальный памятник тагарской культуры хранит в себе много тайн. Невольно возникают вопросы, кого все же проводили в мир иной с таким размахом и почестями, как долго возводили усыпальницу и, главное, как это делали технически в условиях далеких от современных. Своими размерами поражают гигантские мегалиты. К примеру, этот, с учетом того, что часть его скрыта под землей, высотой 12 метров. Добыть подобный камень в степи просто невозможно, а значит, надо было его еще как-то сюда доставить. Ближайшие каменоломни, по словам ученых, находились на расстоянии 70 километров.
Кроме выдающихся мегалитов, поражает и изначальная высота могильника. Еще до множественных разграблений курган величественно возвышался над долиной. Первоначально это была пирамида высотой более 20 метров. Полностью своей насыпи он лишился в середине прошлого века. В 50-х здесь работали археологи. Сегодня Салбыкский курган имеет статус объекта культурного наследия России. Взглянуть на долину царей можно и с высоты. Для этого не обязательно поднимать в геликоптер. Мы поднимемся на гору и увидим собственными глазами. А поможет нам это сделать экскурсовод Анастасия. Здравствуйте. Здравствуйте. Анастасия, нужна ли какая-то дополнительная подготовка, чтобы взобраться? Как называется гора? Гора Амога, что переводится сейчас. Ехать далеко не придется. Гора Амога совсем близко от Салбыкского кургана. Дорога займет 10 минут. Перепутать Амогу с другими невозможно из-за ее причудливого вида. Со стороны напоминает притаившегося дракона, но опасности практически не несет. Кроме желания ходить по горам, особой физической подготовки никакой не требуется, но нужно обработаться от клещей. Это гора более пористая, слоистая, в ней множество известняковых отложений, гроты, которые образовались в процессе разрушения этих пещер. Здесь очень много гротов, таких лазеек необычных. Пока влаги в степи не хватает, растительность скудная, но июнь добавит красок. В ближайший месяц все вокруг зазеленеет. Когда солнце начнет припекать, стоит смотреть под ноги. В этих местах водятся змеи. Впрочем, встретиться с ними маловероятно, если идти по тропкам. Высота Амоги 950 метров над уровнем моря. С вершины в ясную погоду можно увидеть снежные склоны западных Саян. Вся долина царей как на ладони. Издалека тоже Салбык кажется маленький. Даже не сразу поймешь. Подъем недолгий, несложный, а при желании можно расширить маршрут, уйти по гребню далеко вперед, до 6 километров. Гора Амога малоизвестна, поэтому встретить здесь туристов – редкость. А значит, можно побыть наедине с собой и своими мыслями. Следующая точка нашего путешествия – это Бородинская пещера. От горы Амога она буквально находится в 20 минутах езды. Чтобы спуститься вниз, нам нужно подняться сначала наверх. Геологический памятник природы республиканского значения Бородинская пещера, Багратский район, в 4 километрах от деревни Толчия. Несмотря на то, что светит солнце, на улице достаточно жарко, перед спуском в Бородинскую пещеру мы утеплились, потому что в подземелье всегда одна температура круглый год, всего +1 градус. Бородинская – единственная в Хакасии оборудованная пещера. Многие годы здесь процветал дикий туризм. Гроты покрылись густым слоем сажи и мусора. Спуститься сюда физически мог не каждый. Сегодня ограничений нет. Внутри ступеньки, свет, все удобства для посещения. Бородинская пещера, она достаточно протяженная, то есть прямой маршрут, по крайней мере, вот от входа и до самого конца, просто по прямой, считается около 1600 метров. Если же брать всю совместные тоннели, которые здесь есть, то есть боковые проходы, вверх-вниз, то, опять же, говорится, что около 2 километров 49 метров. Но, на самом деле, эта информация у меня уже немножко устаревшая, потому что буквально недавно, несколько месяцев назад, спелеологи обнаружили новый проход в пещере. Впрочем, спуститься сюда стоит ради вот этих природных картин. Сталактиты и сталагмиты – минеральное образование. Одни свисают со свода пещер, другие поднимаются снизу, образуя хрупкие формы. Это действительно ювелирная работа природы. Это невероятно ювелирно и невероятно долго, то есть исчисляемое тысячелетиями, если там не сотнями тысячелетий работа. В гротах Бородинки ученые обнаружили останки домашних животных, туши которых хоронили здесь в 18-19 веках. Тут найдены кости оленей,
домашнего барана, лошади, коровы. То есть Бородинскую пещеру использовали как холодильник, как Да, большой да, холодильник. Интересно. Между тем, если повезет, можно увидеть и совсем близко местных обитателей летучих мышей. Они спокойно реагируют на посетителей. К слову, гости их интересуют меньше всего. Почувствовать можно и дыхание пещеры. Воздух тут действительно другой. А еще другая темнота, в отличие от той, что наступает на поверхности ночью. Ощущение, что именно здесь теряется время. Замечают это не только те, кто спустился впервые, но и сами сотрудники-экскурсоводы. Очень тяжело отмерять время, то есть оно абсолютно идет иначе. То есть вы здесь пробудете час, кажется, что минут там 10-15. То есть мы работники только за счет того, что мы уже просто для себя разделили этот тоннель на временные вот эти рамочки, мы знаем примерно, сколько прошло время, а так, в принципе, все теряются. А мы уже направляемся на финишный пункт – горный хребет Аглахты. Он возвышается на левом берегу Красноярского водохранилища в Багратском районе, от Абакана в 50 километрах. Протяженность горного массива Аглахты 15 километров. Большая часть входит в состав заповедника Хакасский. Попасть сюда можно только по предварительной записи, оформив пропуск. Но это того точно стоит. Тысячи наскальных рисунков. Возраст некоторых из них более 5000 лет. Хребет Аглахты тысячелетиями был сакральным местом. Здесь самое массовое скопление наскальных изображений Республики Хакасия, кроме того, самых древних изображений. А здесь также в пределах участка Аглахты находятся два памятника федерального значения археологических. Вот часть одного из них мы можем наблюдать. Один из самых популярных маршрутов – тропа к горе 40 зубьев. На вершине древние наскальные изображения. Чтобы взглянуть на них, нужно прошагать по лестнице, по очень длинной лестнице. Подъем к вершине горного массива Аглахты – это 965 ступеней. Для понимания, в физическом плане это то же самое, что подняться по лестнице на высоту примерно в 50 этажей. Впрочем, сам подъем не утомительный. По пути есть лавочки, где можно перевести дух, собраться с силами и мыслями. И, естественно, насладиться захватывающими пейзажами. Кроме красивого вида, мы здесь увидим, конечно же, наскальные изображения. Да, вот вся гора 40 зубьев, она у нас покрыта наскальными изображениями. Здесь, именно на этой многофигурной композиции, можно увидеть рисунки таштыкской эпохи, это около 1500 лет возрастом. Древние использовали в том числе вот такие достаточно хорошие полотна, чтобы можно было легко изображать то, что они хотели выразить. На рисунках сцены боев, сакральные обряды, история хакасской земли в камне. А еще с этой точки открывается вид на горы Кюнтаг, Суханиху и Тепсей. Получается, вот они, Енисейские ворота. Да, все верно, как на ладони. Чтобы путешествовать, не обязательно весь год ждать отпуска и ехать за 1000 километров. Все интересное, таинственное и неизведанное можно найти совсем рядом.